Добрый вечер. В эфире телеканал АТР. Вы смотрите программу «Прайм Мацарский», в которой я, Юрий Мацарский, рассказываю вам обо всем важном и интересном из того, что происходило за последние дни в мире. Это первая программа в 2022 году, первый «Прайм Мацарский». И вот уже с самого начала года, вот буквально со 2 января, Центральную Азию, а вслед за ней и значительную часть остального пространства буквально сотрясают события в Казахстане. Сейчас попробуем вот каким-то образом так в общих хотя бы чертах выстроить хронологию событий, которые происходили в этом государстве, а потом попытаемся разобраться с тем, что же произошло и что будет дальше происходить в Казахстане, какое это будет иметь влияние на остальной мир, ну или хотя бы на какую-то его ту часть, вернее, которая называется постсоветским пространством. Итак, накануне Нового года, буквально там за несколько недель, а то и за несколько месяцев, власти Казахстана объявили о том, что намереваются отменить субсидии на тот самый газ, которым заправляют автомобили очень многие казахстанцы. Действительно распространенная история. Многие, точно так же, как и в Украине, ставят на свои автомобили так называемое газобаллонное оборудование. Газ обычно сильно дешевле обходится, чем бензин или чем дизельное топливо. Поэтому вот на постсоветском пространстве, не только на постсоветском пространстве, в некоторых арабских странах тоже очень популярна именно такая модификация автомобилей, их переоборудование под использование этого самого природного газа. В Казахстане, в принципе, это действительно всегда было сильно дешево, сильно дешевле, чем использование нефти. Во-первых, потому что в самом Казахстане есть залежи природного газа, а во-вторых, по той простой причине, что правительство субсидировало этот газ и какую-то часть стоимости этого газа отдавало, что называется, тем компаниям, которые продавали, которые заправляли автомобили, и тем самым экономило простым жителям Казахстана, простым гражданам Казахстана деньги. И вдруг правительство объявило о том, что оно больше не будет этим заниматься, объявило о том, что субсидирование прекращено, и теперь самим людям придется платить полную цену за этот самый газ, которым заправляют автомобили. Собственно, с украинской точки зрения газ вырос не очень сильно, потому что у нас он все равно стоит в разы больше, чем в Казахстане. Но для некоторых людей в Казахстане, причем для достаточно большого количества людей в Казахстане, сам факт того, что вдруг правительство меняет правила игры, не посоветовавшись с людьми, и вот буквально вот само по себе решив эти правила игры изменить, действительно стало таким толчком к социальному взрыву. Я бы вот здесь, наверное, провел бы такие робкие, осторожные, но все-таки параллели с арабской весной, потому что, например, в Египте массовые выступления людей, массовые те протесты, которые в итоге переросли в революцию, тоже начались во многом из-за отказа государства субсидировать очень важный продукт. В ситуации с Казахстаном власти отказались субсидировать автомобильное топливо, а в ситуации с Египтом власти тогда, в 2010-2011 годах, перестали субсидировать хлебобулочную продукцию. То есть, по большому счету, хлеб, часть стоимости хлеба государство платило, гасило часть стоимости из бюджета. И вдруг решили отказаться от этой практики и взвалили на население вообще необходимость платить все 100% за каждую лепешку покупаемого в магазине хлеба. В итоге к таким убежденным противникам режима в Египте присоединилась, что называется, арабская улица. Просто те люди, которые вдруг, они до этого терпели, им было совершенно все равно на то, как там обстоят дела с демократией, им было совершенно все равно на то, как там правительство давит каких-то оппозиционных активистов. Но когда их жизненные интересы каким-то образом придавили, тогда люди вышли на улицы и присоединились к оппозиционерам. И параллели, такие прослеживаются с тем, что произошло в Казахстане. Да, в Казахстане не все в порядке было, мягко говоря, с демократией. Да, в Казахстане
достаточно жесткий авторитарный режим выстраивался вот с начала независимости. Сначала Нурсултан Назарбаев, потом в 2019 году произошла такая рокировка, в ходе которой президентом был поставлен, а потом избран его преемник Токаев. Ну, в общем, в любом случае, да, людям всегда объяснялось, что это все делается в ваших же интересах. Смотрите, мы заботимся о вас, а мы, значит, здесь руководим, сами решаем, как будет устроена политическая система, но мы в обмен, например, вам даем относительно дешевый газ, которым вы можете заправлять свои автомобили. И вот когда этот дешевый газ отобрали у народа, посыпалась вся та конструкция, на которой держалась власть. Почему-то они не смогли, в какой-то момент не отдавали себе, перестали давать себе отчет, что вот если какой-то из этих кирпичиков вытащить, вся система может рухнуть. И она реально пошла под откос. Реально система эта грозила обрушением. И вот это все началось, вот 2 января в Казахстане, все началось именно как массовый народный протест. Сейчас это власти Казахстана, усидевшие власти Казахстана, пытаются изобразить как попытку переворота, инспирированную какими-то там страшными внешними силами, инспирированную какими-то там террористическими организациями международными. Но пока все это не выдерживает вообще никакой критики, пока все это выглядит как сказки в пользу бедных, которые, в общем-то, собственно говоря, слушать их совершенно не стоит. Почему их совершенно не стоит слушать? Потому что, вот смотрите, вот то, что вы видите сейчас на экране, это тот самый протест, снятый людьми, принимавшими участие в этом протесте. Здесь нет никаких там страшных боевиков, даже вооруженных людей не видно. Интересно вот еще что. Вот нам сейчас власти Казахстана, спецслужбы казахские предъявляют какие-то видео, якобы оружия, изъятого у боевиков. И там есть и снайперские винтовки, и там автоматы Калашникова, и автоматы Калашникова с какими-то серьезными модификациями, включая там прицелы. Но вот когда была попытка захвата одного из телецентров, и эту попытку захвата одного из телецентров отбили милиция, вернее, полиция и военные, тогда вот еще в разгар протестов полиция продемонстрировала то оружие, с которым пытались захватить телецентр протестующие. И там было 3 или 4 ствола, и все это было охотничье оружие, то есть это не было там стрелковое какое-то оружие армейское, это не были какие-то специальные там винтовки или автоматы и пулеметы. Это действительно было вот охотничье оружие, либо кто-то из протестующих взял из дома это свое охотничье оружие, либо оно было там захвачено в каком-нибудь из магазинов оружейных, вот уже когда стало понятно, что мирный протест пытаются задавить, залить кровью, пытаются его расстрелять или там раздавить танками. А там вплоть до этого было. То есть там действительно были в города отправлены и военная техника колесная, и военная техника гусеничная. Есть, кстати, информация, что вот вы видите сейчас на экране целые отряды и полицейских автомобилей, и, возможно, там есть скорая помощь. Вот сейчас вот вы видели скорую помощь. Появилась информация о том, что на автомобилях скорой помощи через толпы протестующих подвозили силовикам гранаты и боеприпасы. То есть автомобили скорой помощи использовались вовсе не для того, чтобы спасать раненых, вовсе не для того, чтобы спасать людские жизни, а наоборот, для того, чтобы подвозить боеприпасы, которые служат для одной единственной цели – отбирать, не спасать совсем, а наоборот, отбирать людские жизни. Собственно, вот произошло то, что произошло. Произошли массовые выступления недовольных. Похоже на то, что вот мы сейчас это видим, да, военные в какой-то момент просто развернулись и начали удирать. Вот вы сейчас это видите на ваших экранах, когда и грузовики армейские, и БТР армейские просто разворачиваются и уезжают. А судя по всему, военные не готовы были применять оружие против выступающих. Да, где-то
применялось оружие, где-то расстреливали людей, действительно расстреливали людей военные, и такие кадры тоже есть. Но, похоже, это какие-то отдельные части, и вот такой вот готовность применять оружие против своих же сограждан демонстрировали далеко не все силовики из Казахстана. И, похоже, именно эта история, то есть потеря контроля над своей же армией, над своими же силовиками, вынудила власти страны обратиться к вот организации ОДКБ, организация договора о коллективной безопасности. До вот совсем недавнего времени, до вот событий в Казахстане, это была абсолютно ни на что не способная, вообще никому не нужная организация, какой-то фиговый лист, которым прикрывались какие-то бесконечные траты из бюджета Российской Федерации и других организаций, которые входят в ОДКБ. А это, ну, не буду все перечислять, вот такие знаковые. Казахстан, Беларусь, Армения входят в эту организацию. Таджикистан и Кыргызстан. Ну, то есть это, по большому счету, организации, страны, которые на постсоветском пространстве тяготеют к России. Этот ОДКБ создавался как такой околороссийский или там союзной России анти-НАТО. То есть вот есть большой блок НАТО, который строится на принципах коллективной безопасности. Что такое коллективная безопасность? Нападение на одну страну НАТО расценивается всеми остальными странами НАТО как нападение на них. То есть если на кого-то, на одну страну НАТО напали, все остальные должны идти на выручку. Вот АДКБ создавался вот как анти-НАТО по этому же самому принципу. Нападение на одну страну ОДКБ расценивалось как нападение на все страны ОДКБ сразу. Вот вы видите, это вот российские интервенты грузятся в самолеты для того, чтобы отправляться в Казахстан. Кстати, в ОДКБ проходил вот такую, что называется, проверку на вшивость в ходе последней войны в Карабахе. Тогда, когда Никол Пашинян, премьер-министр Армении, вот он буквально забрасывал организацию договора о коллективной безопасности просьбами, требованиями вмешаться и вот применить ту самую статью о коллективной безопасности, отправить, значит, какие-то вооруженные подразделения, помочь армянам в войне против Азербайджана за Нагорный Карабах. Но тогда ОДКБ по формальным признакам отказался помогать Армении. Какие-то были формальные признаки? Самые простые. Нагорный Карабах никогда никем, включая саму Армению, не признавался частью армянского государства. В итоге все это было спущено на тормозах по той простой причине, что с формальной точки зрения это просто Азербайджан наводил порядок на своей территории. А почему же тогда, вот сейчас законный вопрос, ведь тогда, да, вот Азербайджан наводил порядок на своей территории, поэтому ОДКБ не должно было вмешиваться. А сейчас вдруг нет никакой внешней агрессии, а ОДКБ, повторюсь, да, создано для отражения внешней агрессии. Но тем не менее вводятся силы ОДКБ, отправляются в Казахстан российские интервенты из Армении, несколько десятков человек, и интервенты из Беларуси, несколько сотен человек. Почему они вдруг происходят? Почему вдруг они вводятся? Потому что когда президент Казахстана Токаев обращался в ОДКБ с просьбой о отправке военной миссии, как они это сейчас называют, миротворческой миссии, хотя она ни разу не миротворческая, она скорее карательная. Так вот, когда Токаев обращался с просьбой о введении вот этой вот самой миссии, он говорил о том, что Казахстан столкнулся с внешней агрессией. Почему вдруг с внешней агрессией? Потому что с точки зрения Токаева, по его словам, на самом деле происходящее в стране это не восстание народное, а это инспирированный некими внешними силами военный переворот, за которым стоят 20 тысяч боевиков, якобы подготовленных где-то за границами Казахстана, переброшенных через границу в город, вернее, в несколько городов. И вот эти 20 тысяч, большая часть из этих 20 тысяч боевиков была сконцентрирована вблизи города Алматы, прежде столица.
потом столица была перенесена в Астану, потом Астану переименовали в Нур-Султан, но вот Алма-Аты осталась одним из таких городов, в котором сконцентрирована и деловая активность, и политическая активность, и большое количество самых разных элит проживало и проживает по-прежнему в Алма-Аты. И вот Такаев объяснял: ребята, у нас на самом деле не беспорядки, народ нас всех обожает, народ нас всех любит, народ нас просто вот на руках готов носить, а это вот какие-то страшные террористы, внедренные из-за рубежа, к нам приехали, вот они устроили, значит, беспорядки, они так отлично вооружены, они так прекрасно подготовлены в каких-то лагерях за границами Казахстана, и вот приехали к нам для того, чтобы свергнуть легитимную власть и установить вместо нее какую-то террористическую власть. Вот прям вот чуть ли там не Аль-Каида. Он, правда, никаких названий ни Аль-Каиды, ни каких-либо других вслух не произносил, но вот все это читалось так, как будто, да, действительно, откуда-то из-за границы приехали какие-то страшные боевики, и только ОДКБ может Казахстан от этих страшных боевиков спасти. Все это было принято за чистую монету. Понятно, на самом деле, что в ОДКБ, какие бы они там сволочи не сидели в той же Москве, они прекрасно понимают, что все это сказки ну, то есть такая ширма для прикрытия их собственной военной агрессии. Но они с удовольствием в эту сказку сделали вид, что поверили, отправили туда свои силы, смогли разогнать, задушить протесты. Есть информация о примерно 170 убитых участников, собственно, восстания и силовиков, которые подавляли это восстание. Похоже, эти данные будут корректироваться в сторону увеличения. Есть также данные о 8 тысячах примерно задержанных. Любопытно вот еще, что меньше 20 силовиков погибло. Это при том, что президент Такаев утверждал, что на Астану, на Алма-Аты, прошу прощения, напали 20 тысяч хорошо подготовленных за границей где-то боевиков. И это вот такое действительно невероятное несоответствие. То есть у тебя 20 тысяч головорезов, вооруженных, судя по тем кадрам, которые показывают официальные медиа казахские, просто вот невероятно современным вооружением, и вдруг всего и эти 20 тысяч современным оружием, прошедших суперподготовку террористическую, диверсионную, военную, какую угодно, и вдруг они способны на все, на что они способны, это сжечь несколько грузовиков и убить там 18 или 19 силовиков. Странно, да, вот такое несовпадение. Более того, опять же, если было такое количество людей, и такое количество людей, как утверждают, значит, тот же самый Такаев, было, значит, разбито на голову казахстанской армии и пришедшей на выручку казахстанской армии вот этой вот интернациональной команде интервентов из ОДКБ, то где же трупы? Или где задержанные? И где те люди, которые проходили подготовку? Предъявите. Вы же предъявили только какого-то избитого до неузнаваемости и кыргызского музыканта, который явно под пытками оговорил себя, рассказал о том, что он приехал за $200 принимать участие в какой-то террористической акции. И когда стало понятно, что это позор, что вы взяли случайного человека, избили его, заставили его рассказывать какую-то безумную чушь, вы его отпустили, отправили домой. Ну так предъявите хоть кого-нибудь теперь, предъявите этих террористов ужасных, о которых вы говорите, предъявите одного из тех 20 тысяч, которые, по вашим словам, приехали устраивать кровавую баню в стране. Вместо этого Такаев говорит: а есть, на самом деле, их поубивали, этих, значит, террористов, огромное количество этих людей убили, но, значит, их товарищи похитили их тела из моргов в Казахстане и через границу, уйдя, утащили их тела с собой. Ну, то есть это просто вот уже из области фантастики. Но вот действительно, вот абсолютно фантастические истории рассказывают власти и Казахстана, и стран ОДКБ, которые приняли в итоге участие в подавлении народного восстания в Казахстане. Вот, кстати, теперь не очень понятно, что дальше будет с властями. Почему? Потому что есть несколько сейчас теорий о том, кто же, собственно говоря, способен извлечь максимальную выгоду
из подавления протестов. А почему есть несколько версий? Потому что вот в 2019 году, когда Токаев был поставлен фактически вот таким зиц-председателем, если так можно выразиться, его выбрали где-то из окружения, люди из окружения Назарбаева и предъявили самому Назарбаеву как такую максимально компромиссную фигуру. А действительно, пришла пора каким-то образом сменить вывеску для власти, которая сидела в Казахстане. Почему? Потому что Назарбаев с конца 80-х управляет Казахстаном. Он действительно уже, вот очень сильно, я использую такое слово, как надоел собственному народу. Он оброс самыми разными скандалами, связанными с его ближайшим окружением, в том числе с его ближайшими родственниками. Эти скандалы, вот посмотрите, Назарбаев, это последняя из его съемка, когда он на людях появлялся, это конец декабря. Вот он выглядел не очень хорошо, идет вот он с Лукашенко, я так понимаю, они где-то там встречались в Санкт-Петербурге, о чем-то там общались. Вот он действительно, и возраст, вот вы видите, да, вот он действительно уже в таком возрасте, когда, наверное, нужно было бы куда-то в тень уходить, кому-то передавать хотя бы номинальное руководство страны. В итоге в 2019 году было принято решение, что называется, вот обнулиться, да, предъявить новую... А это вот Токаев, президент Казахстана, идет с неприятным персонажем по фамилии Путин вместе. Там же, судя по всему, в Питере. Вернусь, да, вот к обнулению, к попытке переиграть, собственно, вот то отношение людей к власти, которое сложилось к 2019 году. Да, тогда было принято решение взять некую такую компромиссную фигуру, которая, с одной стороны, не была бы там замешана в каких-то громких скандалах, в которые влипли самые разные люди из окружения Назарбаева, а с другой стороны, ту фигуру, у которой не было бы какого-то такого, скажем так, какой-то своей серьезной большой команды, которая бы, собственно говоря, могла бы сместить вот этот вот такой условный клан Назарбаевых и заменить его собой. В итоге взяли вот этого Токаева, человека, у которого действительно... Ему никто не обязан какой-то там своей головокружительной карьерой, у него нет каких-то там родственников, которые бы ждали в ближайшем каком-то окружении, ждали бы какого-то своего собственного усиления, его родственники живут за границей в большинстве своем, или там где-то там не сильно отсвечивают. В итоге взяли этого Токаева, и он исполнял обязанности президента, явно делая это с оглядкой на то, что же от него ждут ребята из окружения Назарбаева и сам Назарбаев. Но вот сейчас, после того, как протест, восстание народное были подавлены, значительное число людей из, в первую очередь, силовиков и министров, не только из силового блока, но и из социального, например, тоже блока, вот, которые были близки когда-то к Назарбаеву, вот они покинули свои места, их места занимают совсем другие люди. Плюс ко всему, сам Токаев уже прямым текстом обвиняет Назарбаева в том, что тот создал в стране фактически ситуацию, которая позволила зародиться олигархической экономике. Плюс ко всему, прямым текстом объясняет, что значительное количество людей из ближайшего окружения Назарбаева, включая его родственников, были бенефициарами такой вот олигархической экономики. Что это может означать? Тут одно из двух. Либо действительно сейчас, воспользовавшись случаем, Токаев отвязывается максимально от назарбаевских и отодвигает вообще от власти этот клан и теперь будет выстраивать какую-то совершенно новую свою такую вот вертикаль власти, в которой ребята из окружения Назарбаева, те люди, которые когда-то были вместе с ним, вместе выстраивали тот Казахстан, который вот был построен назарбаевской группой, они теперь уйдут в прошлое, и теперь будет совсем новая какая-то команда или, по крайней мере, сильно обновленная. Или это все такая вот хитрая византийщина. Народ действительно недоволен был Назарбаевым, народ действительно был, значит, недоволен происходившим в стране, в том числе там повышением цен, в том числе разгулом коррупции и каким-то вообще вопиющим разрывом в уровне жизни между бедными людьми и правящей верхушкой. И вот, может быть, ничего в корне не меняя и на самом деле не отодвигая никаких ребят из назарбаевского клана от власти, может быть, Токаев просто сейчас
пытается на них свалить какую-то там, сделать, вернее, видимость, что он сваливает на них какую-то ответственность за происходившее в стране, и на самом деле не будет никакого перераспределения рычагов власти внутри, будет такая вот для видимости, несколько людей снимут с постов, еще каких-то людей, скорее всего, в первую очередь из силовых органов, объявят зачинщиками этого самого переворота, назовут их там мозговыми центрами или назовут их теми, кто стоял за попыткой, как они это называют, переворота, прилюдно их как-нибудь накажут, а все на самом деле окажется вот по-прежнему. Никаких серьезных изменений не произойдет. Не произойдет никакого там перераспределения, реального перераспределения власти внутри элит, не произойдет никакой деолигархизации обещанной, а все это закончится только вот таким вот показательным чем-то, вот какой-то такой историей, типа вот мы вот продемонстрируем, как бы мы могли, значит, пусть народ нам поверит в этом, а все останется так же, как оно было. В общем, в любом случае мы наблюдаем за этим, плюс ко всему еще интересный, очень важный момент. Вот вошли эти силы интервенты из ОДКБ. И сам Токаев говорит: все, ребят, вы свою задачу выполнили, вы, как он это называет, попытку переворота предотвратили, помогли нам, все, спасибо, собирайтесь и уезжайте. И вот интересно, уйдут просто так, значит, и все эти ребята. Понятно, что там на камере можно будет продемонстрировать, как погружаются они в самолеты, россияне, армяне, белорусы, и улетают. Но какую-то часть наверняка смогут оставить. И вот интересно будет наблюдать за тем, вот россияне после того, как они пришли и на постсоветском пространстве, на ту территорию, которую они по какой-то причине продолжают считать находящейся в зоне своих интересов, они уйдут или они останутся там, придумав себе какую-нибудь новую легенду для того, чтобы остаться там? Ведь есть же какой-то страшный терроризм, как утверждает Токаев, как утверждают люди из его окружения. В общем, там действительно есть зачем наблюдать, есть действительно, в общем-то, чего ожидать внутри и самого Казахстана, и окружающих его государств. Интересно, да, это действительно интересно. И, к сожалению, это может продолжиться еще какими-то кровавыми историями, потому что 8 тысяч задержанных, скорее всего, этих задержанных, а мы уже видели, да, что могут и пытать, и могут происходить какие-то расправы, в том числе и внесудебные расправы над теми людьми, которых государство назовет зачинщиками, назовет активистами, назовет там участниками заговора, участниками сорвавшегося переворота. Поэтому я подозреваю, что за Казахстаном нам придется продолжать следить достаточно пристально. Вероятно, в одной из ближайших программ, а скорее всего даже не в одной, вернемся мы к историям в Казахстане. Пока переходим тогда от казахской действительности, от казахстанской действительности к действительности афганской. В Афганистане, я напомню, в прошлом году к власти вернулось движение «Талибан». Это движение не признано никем в качестве легитимной власти в самом Афганистане. То есть они формально власть, но никто их властью не признает. И с этим связано большущее количество сложностей. Почему? Я уже как-то об этом рассказывал. Например, талибы не могут воспользоваться деньгами, а речь идет о миллиардах долларов, которые сконцентрированы предыдущим сбежавшим правительством на иностранных, в первую очередь, на американских счетах, на счетах в американских банках. Плюс ко всему, все те переговоры, которые талибы пытаются или уже ведут с представителями других правительств, они не имеют статуса официальных. Потому что, для того, чтобы проводить переговоры в статусе официальных властей, нужно, чтобы тебя признали официальной властью. В итоге все эти переговоры, что там с Пакистаном, что с Индией, что с Америкой, что с Ираном, чуть попозже про Иран расскажу, они все такие вот неофициальные. То есть, да, вот со стороны там Пакистана, Ирана или американцев, да, там у них официальные лица принимают в переговорах участие, а со стороны Афганистана, какие-то люди с совершенно непонятным статусом. В итоге это все приводит к тому, что Организация Объединенных Наций объявляет о том, что в
в Афганистане гуманитарная катастрофа, и что для преодоления гуманитарной катастрофы необходимо прямо сейчас отправить в Афганистан 4 миллиарда 400 миллионов долларов помощи. То есть не живых денег, конечно, а на эти деньги необходимо купить продуктов, медикаментов, каких-то средств индивидуальной защиты для людей, которым необходимы эти средства индивидуальной защиты. Необходимо направить эти деньги на восстановление городской, сельской инфраструктуры, на строительство школ, на возобновление подачи электроэнергии, тепла и так далее. То есть это действительно очень серьезная проблема. Не хватает вообще всего в Афганистане. Афганистан столкнулся с проблемой, когда не хватает просто всего. И, например, те агентства, те международные организации, которые занимаются гуманитарной помощью, объявили на минувшей неделе, что 98% населения Афганистана, 98% прямо сейчас испытывают недостаток в пище. Ну, то есть 98% жителей Афганистана не доедают. Вот, чтобы было понятно, да, насколько кошмарная катастрофа сейчас происходит в Афганистане. Вот действительно, 98% не доедают. То есть все афганцы, за исключением совсем небольшой какой-то прослойки, судя по всему, высокопоставленных каких-то талибов и, может быть, каких-то региональных элит, представителей региональных элит, вот все остальные афганцы ложатся спать голодными. Взрослые, дети, мужчины, женщины, поддерживающие талибов, не поддерживающие талибов, союзники талибов, противники талибов. Вот они все просто не доедают. Сейчас уже в самых разных странах говорят о том, что надо признать движение Талибан, давайте поможем. Если мы их признаем, оно будет проще, можно будет с ними сотрудничать, давать хотя бы какую-то гуманитарную помощь по понятным, прямым каким-то гуманитарным коридорам. Но противники говорят, вот смотрите на видео, что происходит. Противники говорят, подождите, вы кому собираетесь, с кем вы собираетесь налаживать контакты? Кого вы собираетесь признавать, законным правительством? Людей, которые вот так хватают прохожих на улицах Кабула и других афганских городов, людей, которые вот так их запихивают в багажники автомобилей и куда-то отвозят, и непонятно, что потом с этими случайными прохожими происходит. Нет, давайте пусть они хотя бы продемонстрируют готовность у себя внутри Афганистана терпеть другое мнение, отличное от своего. Давайте хотя бы они положат конец внесудебным каким-то расправам. Давайте хотя бы они смогут гарантировать соблюдение самых базовых прав человека, а потом можно уже будет вести разговор о том, признавать их, не признавать их, вести с ними переговоры, как с официальными властями, не вести. Но пока они позволяют себе такое, конечно, никакого разговора о том, чтобы, всерьез признать их властью и, начать с ними вести переговоры на равных, и быть не может. Вот, кстати, еще знаковая история, когда я говорю о внесудебных расправах, это самый конец декабря, это женский митинг, как раз женщины выступили в Афганистане против этой самой практики внесудебных расправ. Дело в том, что когда талибы пришли к власти, они пообещали, что они не будут мстить тем людям, которые воевали против них, не будут мстить тем афганцам, которые, например, сотрудничали с иностранными оккупационными контингентами. И это такого рода митинг, их несколько было. Это митинг, который проходил в Кабуле с требованием прекратить. Но эти обещания были не сдержаны талибами. Вот в чем дело. Несколько сотен человек пропали, буквально пропали из своих домов или где-то там, идя на работу или посещая родственников, они просто пропали. Женщины, в первую очередь родственницы этих пропавших людей, пытались провести митинг, в ходе которого призывали талибов сдержать свое обещание и прекратить внесудебные расправы. Этот митинг был разогнан, и, собственно говоря, разгон этого митинга послужил еще одним из поводов для противников режима талибов напомнить о том, что, ребят, мы не можем с ними сотрудничать, мы не можем признавать их
легитимным правительством, потому что, вот смотрите, они продолжают практику похищений, похищают практику, судя по всему, казней тех людей, которых они объявили своими врагами. А когда им напоминают о том, что так себя вести нельзя, когда выходят женщины требовать отказаться от этой практики, талибы начинают их, значит, этих самых своих же, собственно, сограждан разгонять и угрожать им тоже, собственно говоря, расправами. Поэтому давайте так, пусть они сначала согласятся с тем, что не все в Афганистане, не все в афганском обществе с ними могут быть во всем согласны, а потом уже все остальные переговоры о том, как дальше себя вести. В общем, на самом деле, если честно, продолжает поступать гуманитарная помощь, и Индия шлет гуманитарную помощь, и американцы шлют гуманитарную помощь. Собственно, вот утвердил президент США Джо Байден, утвердил новый пакет помощи, что-то там около $300 миллионов, которая должна будет в ближайшее время поступить. Понятно, что это не живые деньги. Никто не отправляет живые деньги, потому что никто не хочет, чтобы в руках у Талибана оказались живые деньги. Никто не понимает, вернее, есть большое опасение, что эти деньги Талибан использует не для того, чтобы кормить людей, не для того, чтобы там строить школы и покупать лекарства, а для того, чтобы вооружать свои отряды. Вот вы видите, то, что вы видите сейчас на экране, это такой рекламный ролик или рекламный фильм, снятый не так давно талибами. Вот он демонстрирует какие-то спецотряды, их учения, их, значит, готовность к отражению опасности. Это пропагандистский ролик, здесь нужно понимать, что это постановочное пропагандистское видео, но вот оно есть, и на этом видео есть достаточно такое современное оборудование у талибов, и вот, собственно, деньги им поэтому и не дают, потому что они, иностранные правительства, боятся, что эти деньги будут расходоваться не на помощь гуманитарную, а вот на какую-то на съемку очередных роликов и на покупку инвентаря для этих самых роликов. В итоге американцы дают уже там, по-моему, больше $700 миллионов. С октября месяца будет передано на как раз гуманитарные нужды. Этого мало. Вот прямо сейчас, я уже говорил, ООН говорит, что нужно 4 миллиарда 400 миллионов. Вот прямо сейчас эти деньги нужны для того, чтобы спасти Афганистан от уже не просто надвигающейся, а уже вот просто обрушившейся на страну гуманитарной катастрофы. Как же вообще, что же из себя представляет эта самая гуманитарная помощь? Это отчасти это медикаменты, отчасти это, например, какие-то идут генераторы и прочие вещи, необходимые там для поставок электроэнергии и так далее. Но в большей части своей, вот в большинстве своем, это гуманитарная помощь, это мука. Вот или какие-то еще продукты долгого хранения. И так или иначе, вот от этого никуда не деться. Но эту муку и эти прочие продукты, которые вот долго хранятся, их распределяют среди населения Афганистана все те же талибы. Но другой власти нет. Ее можно признавать, ее можно не признавать, можно там от нее нос воротить, можно делать вид, что мы с вами когда-нибудь потом договоримся. Но вот факт остается фактом. Талибы – это единственная власть, единственные, собственно, люди, у которых есть влияние на происходящее в стране. И вот талибы занимаются тем, что распределяют вот эту вот самую гуманитарную помощь, которая приходит в их страну из Пакистана, из Индии, из Ирана. Из Ирана, кстати, тоже часто приходит индийская помощь, и индийцы отправляют свои продукты через иранскую территорию. Так вот, как же они их распределяют? Они очень просто. Они говорят: так, ребят, идите работать на нас в госсектор, идите работать на нас, на какие-то программы там строительства за счет государственного бюджета или восстановления дорог, значит, тоже вот госпрограммы, талибские госпрограммы. Будете получать за работу на нас, будете получать не деньги, а вот ту самую продуктовую помощь, которая приходит в качестве гуманитарки из других стран. И вот сейчас известно, что порядка 40 тысяч человек так или иначе работают на Талибан. Это не вот
ну, вот важно понимать, это не вот те ребята, которые вот сейчас в видео бегали с автоматами и позировали, значит, перед камерами пропагандистов. Нет, это те люди, которые заняты так или иначе в госсекторе. Не удивлюсь, если среди этих 40 тысяч человек есть учителя или есть врачи. То есть 40 тысяч человек работают на Талибан, где-то там, значит, в каких-то в государственных структурах не за деньги, а вот за вот эти вот мешки с мукой. 10 килограмм муки полагается такому работнику в день. 10 килограммов муки, вроде бы, да, 10 килограммов – это, ну, много, наверное, если есть еще что-то на столе, кроме лепешек из этой муки испеченной. А плюс ко всему еще нужно понимать, что часто тот человек, который получает эти 10 килограммов муки, он кормилец не только там для себя, жены и пары-тройки детей, а он кормилец для большущей семьи, для действительно, в которую входят и его родители, или и родители его жены, часто могут какие-то еще более дальние родственники входить. Поэтому эти 10 килограммов, это, ну, часто вот действительно абсолютнейшая ерунда. Но пользуясь тем, что другого источника заработка нет, пользуясь тем, что, ну, действительно, у людей безвыходная ситуация, талибы вот принимают их к себе на работу за мешки с мукой, и люди еще в очереди стоят за такой работой, потому что вот стало известно, что в течение какого-то времени и в декабре, и в ноябре распродавали, афганцы простые распродавали все те предметы там роскоши или относительно роскоши, которые у них были, для того, чтобы накормить семьи. И в какие-нибудь там ломбарды или в ювелирные магазины очереди стояли не для того, чтобы что-то там купить, а для того, чтобы заложить или для того, чтобы продать то у людей, что осталось, для того, чтобы просто накормить детей, для того, чтобы просто самим не каждый день ложиться голодными. Так, обещал рассказать об Иране еще в этой ситуации. Иран вот несколько дней назад провел переговоры, они такие полуофициальные, потому что со стороны Тегерана, со стороны официальных иранских властей была нормальная делегация, в которой входили чиновники из Министерства иностранных дел, а вот со стороны талибов входили, вот как раз со стороны, вернее, Афганистана, входили никем не признанные талибы в делегацию, и шли переговоры. Делегация талибов приезжала в Иран, шли переговоры. В ходе этих переговоров обсуждалось, ну вот, например, как раз поставки гуманитарной помощи. Ну и плюс ко всему обсуждались, я уже как-то об этом рассказывал, инциденты на границе. Там талибы не до конца еще поняли, где заканчивается афганская территория, начинается иранская. И вот нужно было каким-то образом урегулировать этот момент, собственно, момент противостояния на границе. Нужно было решить, где и как, собственно говоря, будут стоять блокпосты иранские и где и как будут стоять блокпосты талибские. И вроде бы как эти моменты в большинстве своем удалось порешать, но самый главный момент, самое вот основное, так решить и не удалось. Так и не смогли договориться стороны ну, там, не то чтобы о взаимном признании. Ирану, собственно, это взаимное признание не очень нужно, но талибам очень бы хотелось, чтобы иранцы признали их в качестве официальной власти в Афганистане, но Иран отказался. Иранцы сказали, что нет, ребят, еще не время, и было сделано заявление МИДом Исламской Республики Иран, которое звучало примерно так, что в ближайшем, там, в обозримом будущем признание Талибана в качестве официальных властей в Афганистане сделано не будет. И пока Тегеран воздержится от каких-то шагов, направленных на признание новых властей, признание фактически новой реальности, с которой столкнулся весь мир. В самом Иране, тем временем, вот то, что вы видите на экране, это торжественные похороны военнослужащих, погибших еще в 80-е годы на ирано-иракской войне. Эти тела этих людей были эксгумированы с одного из полей битв
которые вот тогда, которых тогда было очень много, этих полей битвы, война была очень жестокая, ирано-иракская. И до сих пор, несмотря на то, что она прошла уже много-много лет назад, до сих пор не все похоронены, до сих пор не все люди найдены и преданы земле. И вот время от времени происходят такие массовые мероприятия, если так можно выразиться, эксгумируют тела, находят их с помощью ДНК-анализа, определяют их имена, если это возможно, и потом хоронят на кладбищах уже как положено с надгробными камнями, с упоминанием имен, ну или хотя бы с упоминанием о том, что это неизвестный солдат, погибший на фронте в таком-то и в таком-то месте. Вот сейчас 250 таких гробов было передано, было отправлено на кладбище в разных районах Ирана. И вот вы видите там еще на этих гробах очень часто висят еще портреты не тех людей, которые находятся в этих гробах, не тех людей, которые вот действительно сейчас будут перезахоронены. А вот этого человека, которого сейчас тоже видите на портретах, его зовут Касем Сулеймани, он был убит 2 года уже назад, в начале января 2020 года в Багдаде, в иракском Багдаде, с американской ракетой, пущенной, судя по всему, с дрона, с беспилотного летательного аппарата. Вот этот человек, которого вы видите на экране, это президент Ирана Ибрахим Раиси, и он выступил с речью как раз, это то, что вы видите сейчас, это фактически траурный митинг, посвященный, это один траурный митинг, вот этот вот посвященный перезахоронению 250 жертв войны ирано-иракской, он перетек в другой траурный митинг, посвященный как раз годовщине убийства Сулеймани. И Ибрахим Раиси, президент Ирана, выступил с достаточно такой, скажем так, злой речью в адрес американцев, в адрес которых он, собственно говоря, обвиняет в убийстве Сулеймани. Ну, на самом деле, американцы не отрицали. Тогдашний президент Трамп, так он вообще хвастался тем, что вот смотрите, что мы сделали, какие мы молодцы, какого мы, значит, террориста с точки зрения Трампа уничтожили. Кстати, недавно стало известно, что Иран подал в Интерпол заявку на розыск бывшего президента Дональда Трампа. В этой же заявке также должны были быть объявлены в розыск Майкл Помпео. При Трампе он был главой Госдепартамента, еще несколько высокопоставленных деятелей как раз администрации Дональда Трампа. Ну, пока Интерпол никак не отреагировал, вряд ли действительно Интерпол сможет объявить всех этих людей в розыск, но заодно иранские власти еще и в ООН обратились с просьбой как раз осудить действия Соединенных Штатов, которые убили Касема Сулеймани с помощью дрона, с помощью пущенной с дрона ракеты. И на самом деле для Ирана это была очень большая потеря. Почему? Потому что Сулеймани был одним из центральных фигур, был одной из центральных фигур в корпусе стражей Исламской революции. Корпус стражей Исламской революции – это такая специальная организация, которая должна не просто защищать завоевания Исламской революции в самом Иране, но она должна эту самую Исламскую революцию и должна до сих пор нести за пределы Ирана и распространять ее как можно в большее число государств. Вот чем занимался, собственно говоря, Сулеймани, убитый 2 года назад. Он занимался тем, что вот он эти идеи, значит, исламской революции иранской пытался воплотить в жизнь в Сирии, в Ираке, в котором он был, собственно говоря, и убит, в Ливане, в других государствах региона. То есть он был одним из продолжателей этой традиции, которая уже 5 десяток лет, 4 десятка лет уже есть, и этой традиции перманентной исламской революции, которая начата была когда-то давным-давно уже, по большому счету, по меркам нынешнего времени, действительно давным-давно была начата в Иране, и которая должна была, по идее, распространиться далеко за пределы Ирана. Давайте посмотрим сюжет об этой самой исламской революции в Иране, и потом пойдем дальше.
Иранская революция 1979 года стала кульминацией десятилетиями зревших в стране протестных настроений. Сам протест был вызван действиями шаха Мохаммеда Реза Пахлави, который проводил в стране крайне непопулярные реформы. Пришедший к власти в разгар Второй мировой войны при помощи Великобритании и США, шах мечтал преобразовать Иран, превратив его в современное государство. Однако проводимые им реформы зачастую противоречили исламским законам, что вызывало у многих иранцев отторжение. Кроме того, наибольшую выгоду от реформ и иностранных инвестиций получали близкие к трону дельцы, тогда как значительная часть простого населения жила в нищете. Легальной политической конкуренции в стране не было, поэтому оппонентами шаха были не политики, а в первую очередь шиитские проповедники. Выступали не в парламенте, а на базарах, в школах и мечетях. Наибольшую популярность среди небогатых иранцев обрел Рухаллах Хомейни, заслуживший благодаря знанию богословских тонкостей титул аятолла, которым в шиитской среде награждают только людей, достойных подражания. Хомейни объявил шаха врагом ислама и иранского народа. В своих проповедях, зачастую распространяемых на аудиокассетах, аятолла рассказывал, что монарх всего лишь марионетка в руках Вашингтона и Лондона, что Мохаммед Реза абсолютно не интересуется проблемами своих подданных и вообще был посажен на трон с одной единственной целью – обеспечить западным компаниям беспрепятственный доступ к иранской нефти. Власти выслали неудобного проповедника из страны еще в начале 1960-х годов. Он долгое время жил в Турции и Ираке. По легенде, иракский диктатор Саддам Хусейн рассказывал близким, что жалеет в своей жизни только об одном – о том, что разрешил Хомейни спокойно покинуть Ирак в 1978 году, да еще и помог предотвратить готовящееся на того покушение. Если Саддам Хусейн и говорил такие слова, то делал он это куда позже, скорее всего в 90-е годы, когда иракские шииты были объявлены предателями Родины, идущими на поводу у Ирана. Тогда же, когда Саддам давал беженцу добро на вылет, тот пребывал в статусе политического беженца с весьма сомнительными перспективами. Однако в Париже, куда перебрался аятолла из Ирака, он пробыл совсем недолго и уже вскоре улетел на родину. Причем дорогу к его возвращению открыла опубликованная в январе 1978 года в одной из провластных иранских газет статья о Хомейни. Авторы статьи высмеивали проповедника, перевирали его биографию и доходили до прямых оскорблений. Возмущенные написанным студенты-богословы вышли на массовые акции протеста, которые вскоре охватили разные города страны. Власти ответили отправкой полиции и военных, в столкновениях с которыми начали гибнуть протестующие. Но чем жестче действовали власти, тем больше иранцев подключалось к протесту. В течение всего года все новые города и провинции подключались к протесту. Производства встали, рабочие покинули заводы и фабрики в знак солидарности с протестующими. Экономическая ситуация в неуправляемой стране становилась все хуже с каждым днем. Окончательно власти поняли, что ничего не могут сделать с протестом после того, как в декабре 1978 года около 2 миллионов человек вышли на акцию протеста в столичном Тегеране, продемонстрировав, что смены власти желает подавляющее число жителей государства. Через несколько недель после этого шах бежал из страны в Египет. Вскоре в Тегеран прилетел аятолла Хомейни, которого встречали толпы людей, кричащих «Шах улетел, имам прилетел». Называя аятоллу имамом, встречающие особо выделяли его среди смертных, ведь шииты верят, что всего на земле пребывало 12 имамов, истинных глав их общины, причем последний из них столетия назад ушел в мистическое состояние сокрытия и должен явить себя накануне всемирного торжества шиитского ислама. По возвращению на родину аятолла Хомейни устранил монархию, утвердил на референдуме новую конституцию, практически всю полноту власти, концентрирующую в руках духовного лидера, избираемого узким кругом наиболее уважаемых богословов, и дал стране новое название – Исламская республика Иран. Враги революции были объявлены врагами веры, и для борьбы с ними было создано специальное воинское соединение – Корпус стражей Исламской революции. Высшим командующим корпусом является правящий аятолла. Отбирают соединения только лучших бойцов армии, флота и военно-воздушных сил страны. Огромное внимание уделяется их идеологической подготовке. Эти люди мотивированы не только большими, чем у большинства иранцев, зарплатами, но и уверенностью в том, что совершают богоугодное дело.
Корпус стражей исламской революции – главная силовая структура в стране. Кроме того, активен еще и в бизнесе. Высшие офицеры корпуса входят в состав советов директоров строительных, нефтяных и финансовых компаний, фактически полностью регулируя их деятельность и распоряжаясь их доходами. Корпусу стражей подчинено и народное ополчение «Басидж». В него входят миллионы добровольцев со всей страны, вызвавшихся бороться с врагами революции. В большинстве случаев эта борьба принимает форму охоты на женщин в несоответствующих строгим предписаниям нарядах и преследованием парочек, демонстрирующих нежные чувства друг к другу в общественных местах. Вот как раз вот из этих ребят и был убитый американским ракетным ударом Сулеймани. Что ж, на этом программа сегодняшняя подходит к концу. Это был Прайм Мацарский в эфире телеканала АТР. Увидимся через несколько дней. Всего хорошего и счастливо.